Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктория Аблязова, я дочь Изета. Да, расскажите нам об этих работах, о том, что мы можем видеть в этом зале. Сегодня мы попытались максимально собрать все из его вещей, что было, показать его не только как музыканта, но показать его как художника. Привезли его работы, привезли его деревянные работы, привезли даже, скажем так, два портрета Джимми Хендрикса и Боба Марли, которые всегда были с ним, которые для него что-то значат. Да, можем посмотреть. Эти две фотографии всегда были в его студии, и эти два человека для него, как для музыканта, были очень значимыми. Также привезли его рисунки, мы можем видеть, что они яркие, в цветах регги. Вот. Также сегодня представили 5 его альбомов. В каждом из альбомов есть крымско-татарские песни. Вот. Один из альбомов — это песни Изета до 30 лет, когда он, в принципе, только на английском писал песни, исполнял их в стиле регги. Поскольку будет летом 9 лет, как нет Изета, а вечер без него как бы был бы каким-то неполным, мы постарались максимально атмосферно сделать такой эффект его присутствия. Я думаю, что все-таки это получилось. Вы упомянули, насколько вот я знаком с биографией, да, Изета, 30 лет, очень важный для него возраст и для его творческого пути. Расскажите об этом, это очень интересно. На самом деле, вот творчество Изета можно поделить на до и после. Когда он в возрасте около 30 лет посетил Крым, для него это было осознанием себя как крымского татарина, так как его дед, крымский татарин с Феодосии, когда он был на войне, его родители депортировали в Узбекистан, соответственно, дедушка Изета не смог вернуться в Крым. И когда Изету было 30 лет, он посетил Крым, и это для него стало таким полным знакомством с крымскими татарами, с их менталитетом, с их культурой. После этого он начал изучать крымско-татарский язык. И вот, как я говорила, если до этого был один альбом на английском, он не выдавался, просто были эти песни и записи, то после этого 4 альбома было уже написано с крымско-татарскими песнями. Он собирал фольклор крымских татар, даже вплоть до того, что за пару лет он изучил крымско-татарский язык и уже писал песни на этом языке. Я думаю, что вы сможете нам рассказать и о том, что мы можем увидеть на этой стене. Это музыкальные инструменты, которые большей частью делал он сам. Например, Вот тут мы привезли его тамтамы, это пару тамтамов, у него целая коллекция большая дома, но сегодня мы привезли то, что можно было повесить на стены. Если говорить вот перкуссия, то это то, что он оформлял, делал сам. Также тут есть саз, который он сам делал. Вот, в принципе, ну вот, и можно тут видеть 2 его деревянных рыбки, которых он делал. Вот, одна из рыбок на обложке альбома Hard Country Fish. Я вот думаю, что каждый музыкант, он более разбирается в музыкальных инструментах, но, насколько я знаю, саз относится к крымско-татарской музыке, и это достаточно такой атмосферный инструмент в этом направлении. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию из Крымского дома, где сегодня пройдет трибьют-концерт, посвященный группе Изет, посвященный фронтмену Изету Аблязову. И мы